Казанцы услышали контрабас в исполнении Константина Хабенского. Накануне в Татарском театре имени Галяскара Камала был показан спектакль МХТ имени Чехова «Контрабас». Он состоялся при поддержке мэрии Казани в рамках Года культуры в России. Трагифарс по одноименной драме Патрика Зюскинда был поставлен режиссером Глебом Черепановым. Несмотря на то, что на сцене был единственный актер Константин Хабенский, создатели против определения моноспектакль. Почему, узнала Полина Кострицкая. Премьера спектакля «Контрабас» состоялась в марте этого года в МХТ имени Чехова. И вот буквально через 3 месяца он в Казани. Соло на контрабасе Константин Хабенский. Кстати, его российским предшественником в этой роли еще в 1999 году был другой Константин Райкин. И за эту роль он получил золотую маску. Театр Камала накануне был переполнен. Зрители ради нашумевшей премьеры и любимого актера готовы были стоять и сидеть на ступеньках. Среди них и актеры, участники Казанской студии творческого развития Константина Хабенского. Во-первых, я читала само произведение, а во-вторых, вопрос даже почему, мне кажется, стоять не должен. Это огромная возможность для нашего города посмотреть уникальный спектакль, в котором принимает участие, я могу сказать, мой наставник Константин Юрьевич. Одна из известных его работ, а даже по всей России и Москве самая громкая премьера, я думаю, прошедшего сезона. И большое счастье, что Казань удостоилась чести принять его спектакль. Я просто в восторге. Вот. Поэтому спасибо ему большое, что он приехал, что он нас не забывает. Вот. Но вообще актер очень серьезный, очень хороший. 35-летний служащий государственного оркестра переживает душевный кризис. 2 часа без антракта Константин Хабенский один на сцене, представляющий звукоизолированную и просто изолированную от мира комнату. Но это не моноспектакль, ведь своя роль у каждого предмета. Собеседниками героя становятся патефон, мусоропровод, стул и, конечно, главную роль, или точнее партию, исполняет контрабас. Сейчас вы наверняка слышали. Я имею в виду басы. Контрабас. Так вот, это я. Огромный контрабас заполняет все жизненное пространство героя. Он похоронил свою жизнь и счастье в футляре своего инструмента, хотя сам не прочь бы похоронить своего мучителя – контрабас. Контрабасист доказывает свою главенствующую роль в оркестре, но это гордость – оборотная сторона ненависти. Единственным светлым пятном в жизни героя становится певица Сара, его любовь и несбыточная мечта. Спектакль полон звуков, герой играет на всех предметах – стуле, стремянке, патефоне. И только в финале Константин Хабенский вместе с певицей Ольгой Ворониной по-настоящему играет на контрабасе. Она достигнет огромных высот, и мы способствуем ее успеху. Мы музыканты оркестра, и в первую очередь играющие на басах. А значит, я... Казанская публика смотрела 2-часовой спектакль на одном дыхании. В неожиданном финале создатели отошли от текста Патрика Зюскинда. По словам режиссера Глеба Черепанова, спектакль о гибели таланта и обмельчании души, о том, как страшно обманывать себя, заниматься нелюбимым делом, жить не своей жизнью. Спектакль не развлекает, а заставляет задуматься. А может быть, у каждого есть свой контрабас. Полина Кострицкая, Игорь Романов, столица.